Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амшик Шара. Сегодня в программе. Исполняющий обязанности президента Валерий Бганба встретился с исполняющим обязанности главы администрации Гагрского района Адамуром Цышба. Какая работа проведена за год в Центральном выставочном зале Союза художников Абхазии после случившегося там пожара? В Абиги прошел вечер памяти абхазского поэта Владимира Цвинария. Исполняющий обязанности президента Валерий Бганба встретился с исполняющим обязанности главы администрации Гагрского района Адамуром Цышба. Валерий Бганба поинтересовался ситуацией в районе, а именно причиной собрания граждан у администрации района 19 января. Адамур Цышба сообщил, что на сегодняшний день в районе ситуация стабильная. Валерий Бганба отметил, что главная задача – обеспечить нормальное проведение выборов, и поручил пригласить всех глав местных администраций, чтобы обсудить с ними данный вопрос. Адамур Цышба заверил, что в Гагрском районе будет сделано все необходимое для обеспечения порядка во время предвыборной кампании и выборов. В данный момент спокойная ситуация. Есть какие-то такие чисто технические моменты, связанные с коммунальными проблемами. А так в целом напряжения нету. Вот в один день было, когда люди собрались у администрации, я с ними встречался. Вроде мы пришли к какому-то консенсусу, что надо будет освободить здание администрации, администрация должна работать, что дальше будут разбирательства и будет принято какое-то решение. После этого люди разошлись. И на сегодняшний день обстановка спокойная. Я приглашал их сюда, были и представители штаба, генеральный прокурор, исполняющий обязанности министра внутренних дел. Дано поручение, чтобы они этот инцидент со всех сторон рассмотрели. И если нужны выводы делать, это будет сделано. Но я думаю, что инцидент мы сможем остановить, и в дальнейшем уже обстановка должна быть стабильной. Но самое главное, все-таки тебе надо будет всех, наверное, глав администрации сел, поселков пригласить. От вас очень многое зависит. Наша задача одна – обеспечить нормальное проведение выборов. Остальные задачи, для этого существуют штабы, так сказать, кандидатов, а наша задача – обеспечить выборы. Поэтому я тебя прошу пригласить всех глав администрации. Вас там завтра вызову всех пригласи, всем еще раз, потому что я понимаю, что их тоже кто-то может дергать, кто-то может просить, но у них задача одна – обеспечить на своем уверенном им участке нормальное проведение выборов. Все сделаем. С 1 января по 1 апреля 2025 года повышение тарифов на электроэнергию приостановлено. Соответствующий указ подписал исполняющий обязанности президента Валерий Бганба. Как отмечается в документе, решение принято с учетом неудовлетворительной работы уполномоченных органов и организаций по собираемости оплаты за потребленную электроэнергию в целях повышения ее эффективности. Черноморэнерго и СУЭС предписано применять тарифы, установленные на 2024 год. Валерий Бганба также подписал указ о временном запрете на реализацию, обмен, передачу и списание транспортных средств, находящихся в государственной собственности. Запрет действует до вступления в должность избранного главы государства. Граждане Абхазии, не прописанные на территории республики, могут проголосовать на основании паспорта гражданина Республики Абхазия и удостоверения на право голосования, сообщает ЦИК. Удостоверение на право голосования выдается лично избирателю в Центризбиркоме с 5 по 15 февраля включительно. По предъявлении паспорта гражданина Абхазии и удостоверения на право голосования в день голосования избиратель включается в дополнительный список избирателей на избирательном участке избирательного округа, который указан в удостоверении на право голосования. При выдаче избирателю избирательного бюллетеня удостоверение на право голосования изымается и приобщается к дополнительному списку избирателей. Год назад, в ночь с 20 на 21 января, Абхазию
Настигла большая беда. В здании Союза художников Абхазии, на втором этаже которого хранились работы из Фонда национальной картинной галереи, произошел пожар. Из 4000 картин абхазских и зарубежных художников уцелело около 200. В реставрации уцелевших работ Абхазии помогли российские коллеги. После пожара было решено восстановить здание Нацгалереи на улице Пушкина. Ремонтные работы велись и в сгоревшем здании. О том, какая работа проведена за год, в репортаже Зины Ханагуа. Пожар в здании Союза художников – огромнейшая трагедия, которую можно сравнить лишь с годами Отечественной войны народа Абхазии. Чувство невосполнимой утраты до сих пор терзает душу жителей республики. Были утрачены тысячи произведений художников, живописцев, скульпторов. 60 лет в здании Союза художников проходили выставки Рериха, Бубновой, Чачба-Шервашидзе. Впервые здесь под руководством Марины Эшба как председателя прошли первые выставки Союза художников и не только. В марте строители приступили к ремонту здания. Около 2 месяцев велись демонтажные работы. Затем уже конструкторы, строители, они рассматривали объект на возможность его сохранения и дальнейшей реставрации, реконструкции. И вот посмотрите, мы с вами сейчас видим стену бетонную, но это новая стена. Если бы мы сюда пришли с вами в марте, здесь кроме вот фасада и вот этих стен ничего не было. То есть вся деревянная часть конструкции выгорела, и была серьезная угроза обрушения здания. Значит, мы потеряли бы и фасад. Поэтому строители сделали огромную работу, которая связана с тем, чтобы укрепить все конструкции. Сегодня здесь, вот вы видите, бетонные перекрытия. Они пристроили 3-этажное здание со стороны двора. И это, в свою очередь, позволило залить пояс, вы видите, поверху, и установить такую вот крышу сложную, большую, это 700 квадратных метров металлоконструкции. Здание Центрального выставочного зала Союза художников Абхазии в Сухуми имеет историко-культурную значимость как памятник архитектуры. Оно было построено в 1912-1914 годах и изначально принадлежало отделению Азовско-Донского коммерческого банка. На фронтоне здания художник-декоратор Пишт написал панораму Сухума с моря, которая сохранилась и поныне. Объект восстанавливается с учетом историко-культурной значимости памятника архитектуры. Сегодня кровельщики завершают свою работу. Действительно, строители пошли нам навстречу. Все эти работы в условиях отсутствия денег в нашем государстве делаются в долг. Но, тем не менее, очень важно было завершить этот этап работы. И большое, конечно, им спасибо, они это сделали. Здесь есть предметы охраны. Видите, это фреска. Здесь уникальные перила, которые тоже сохранились. Здесь оригинальный план самого здания, входная группа очень интересна. Поэтому мастера, которые здесь работают, у них есть опыт работы с памятниками архитектуры. Это и Бедийский храм, и Моковский храм. И поэтому все, что здесь делается, делается с очень бережным отношением к предметам старины. На данный момент завершен первый этап восстановительных работ в здании Союза художников. Эльвира Арсалия выразила надежду, что в текущем году будет реализован и второй этап, что позволит открыть выставочный зал на 1-м этаже. И мы очень надеемся, что в 2025 году, а это год юбилейный, 60 лет залу выставочному и 85 Союзу художников. Мы очень надеемся, что в следующий раз мы с вами встретимся уже на 1-м этаже и откроем выставку художников. А вообще мы даже сегодня говорили о том, что такие живописные стены, может быть, мы здесь проведем однодневную выставку художников, и это позволит вот еще раз зайти зрителям, посетителям, да пусть даже в такое пространство, чтобы вдохнуть сюда вот эту вот творческую энергию созидания, которая так необходима. В настоящее время строители проводят необходимые работы и в здании на улице Пушкина, которое внесено в реестр объектов историко-культурного наследия и было выделено Национальной картинной галерее Владиславом Арзенбо в 1999 году. Параллельно ведется и реставрация уцелевших картин. Сказать о реставрации практически ничего невозможно. Почему? Потому что российские коллеги, которые приехали, они занимались... Ну, в целом, конечно, можно называть реставрацией, но это была консервация. Значит, эти специалисты проехали по договору Министерства культуры России и Абхазии.
И они работали в течение 2 недель. Там были с больших музеев, очень известных, и реставрационных центров. Эти специалисты, которые приехали, работали с нашими местными. Ну, во-первых, значит, те, которые приехали, они определили, какие работы нужны для, скажем, авральной работы, для быстрой, значит, да, сохранения, что нужно было делать, и они в этом помогли. Это более 62-64 работ, закрепительные работы провели. Ну и с тех пор, конечно, определенные работы проводят, но в такой авральной системе мы уже не можем проводить. Во-первых, здание не приспособлено для реставрационных работ, не только для реставрации, но и для хранения. После пожара картины были перемещены в здание, предоставленное Министерством культуры, а благодаря договоренности, исполняющей обязанности главы ведомства Динары Смыр с Борисом Чулари, часть уцелевших работ хранится в Национальной библиотеке имени Папаскир. Сурам Саканя высоко ценил приезд в Сухум большой группы реставраторов из России, что стало возможным благодаря взаимодействию Министерств культуры 2 стран. Государство взяло на себя обязательство, что место, которое нам было выделено, здание, которое сохранилось, будут ремонтироваться. Действительно, очень быстро начали ремонтные работы, проектные работы, ремонтные работы. Крышу заменили, то сделали, это сделали. Много чего сделано, более 65 наверняка процентов. Ну, плюс-минус какие-то проценты, я сейчас не могу определить. Работы проведены, но остались, конечно, в меньшей степени. Но то, что осталось в меньшей степени, это очень необходимо для картинной галереи. Почему? Потому что нужно создавать условия для реставрации, нужно создавать условия для хранения. Почему? Потому что, значит, климатические условия, влажностные, температурный режим обязательно для и реставрации, и для хранения. Все это условия требуются определенные приборы, определенные какие-то инструменты, определенные какие-то такие дела, которые даже, может быть, обойдется дороже, чем ту стоимость, которая уже потрачена. Пожар лишил Абхазию произведения Александра Чачуба-Шервашидзе, многих работ Варвары Бубновой, Бориса Петрова, Владимира Кандарева, Марины Эшба, Виталия Лакарба, Валерия Гамге, Виталия Дженя, Амирана Адлиба, Ольги Брендель и других художников. Ситуация осложнилась тем, что до трагедии была оцифрована лишь часть работ. Кроме того, диски с копиями картин находились в хранилище и тоже были уничтожены огнем. Шазина Ханагуа, Рамо Камке, Абхазское телевидение. Государственная комиссия по организации похорон заслуженного журналиста Абхазии, кавалера ордена Ахтапша 3-й степени Даура Инапшба сообщает, что траурная прощальная церемония будет проходить в городе Сухум в среду 22 января в доме учителя с 11 часов. Траурный митинг начнется в 14 часов. Похороны состоятся в четверг 23 января в селе Чилоу Чимчирского района. В Абхазском государственном институте гуманитарных исследований прошел вечер памяти абхазского поэта, литературоведа, переводчика, доктора филологических наук, профессора, члена-корреспондента Академии наук Абхазии Владимира Цвинария. В мероприятии приняли участие коллеги, ученые, писатели, родные и близкие публициста. Они рассказали о его творческом пути, вспоминая его произведения. Владимир Цвинария внес значительный вклад в развитие абхазского литературоведения и критики. Он является автором большого количества научных и литературных критических статей, монографий об абхазской литературе, стихосложении, о творчестве Ивы Кугония, Дмитрия Гули, Алексея Гогу, Баграта Шинкпа и других, а также ряда поэтических сборников. Автор яликавый, апсо поэт, а классика ирчарат хатара и стиль хакузцохазчепкан. Цитата азгой. Органическим свойством Баграта Шинкпа лирика является повествовательно-пластический склад художественного стиля, обусловивший его естественный переход к эпической поэзии. Ерубриамтезе, ацарау илапшицижвать наски объектив тохшерритуть, жлар поэт, и эпика торчам-то дуквар, духап сахаркартум чхарас хулчи авахоцхартаква. Я сгойта цитата. Созданный Багратом Шинкпа, абхазский стихотворный эпос открывает качественно новый подход
к образу времени, народа, человека. В его эпических произведениях, романе, в стихах «Мои земляки» и поэме «Песня о скале» художественное время воспринимается в конкретно-историческом плане и в обобщенно-философском аспекте. В вечном развитии и движении изображается мир не только с точки зрения одной личности, но и с позиции целого народа. Национальный характер осмысливается не в каких-то законченных очертаниях, а в становлении и росте. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению Гидрометцентра, в среду 22 января в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью 0,5, днем 5-10 градусов. Температура морской воды 10 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.